коллеги, уважаемые студенты, все собравшиеся, позвольте мне открыть сегодняшнее наше мероприятие. Оно приурочено к неделе, в данном случае неделям отечественной науки, которую проводит в том числе Бурятский государственный университет. И сегодня мне особенно приятно, открывая данное мероприятие, сообщить, что оно посвящено встрече с поистине уникальным человеком, уникальным не только в рамках науки Бурятии, но и науки России и всемирной науки, а именно науки археологии, истории. Сегодня будет лекция ветерана Бурятского государственного университета, одного из основателей кафедры, ныне, которая называется «История и регионоведение стран Азии», а изначально называлась «История истории, археологии и этнографии», доктора исторических наук, профессора Прокопия Батуевича Коновалова. Прошу приветствовать. О Прокопе Батуевиче можно говорить очень долго, но я не хочу открывать большое количество времени от его лекции, поэтому просто буквально пару фраз, которые характеризуют нашего сегодняшнего героя. Прокопий Батуевич всю свою жизнь посвятил науке археологии. Огромное количество открытий, огромное количество экспедиций, в ходе которых были сделаны эти открытия, возглавлялись Прокопием Батуевичем. Те книги, те научные труды, статьи, публикации, с которыми вы в том числе можете познакомиться, буквально выйдя из аудитории сегодня на стенде, наша библиотека предоставила труды по археологии, в том числе автором которых является Прокопий Батуевич. Они говорят сами за себя, эти труды. То есть это классика, это уже самая настоящая классика. Прокопий Батуевич это специалист по древней и средневековой истории Центральной Азии. Это в первую очередь, конечно, эпоха Хунну, это раскопки в Ильмовой паде, Кяхтинский район и многие другие. Поэтому я считаю, что после сегодняшней лекции, во-первых, вы узнаете чуть больше, чем до этого, а во-вторых, я думаю, по итогу можно будет задать вопросы Прокопию Батуевичу, может быть, какую-то реплику по поводу услышанного допустить. Поэтому предлагаю формат такой, будет лекция Прокопия Батуевича, а потом вопрос-ответная небольшая сессия. А еще перед тем, как предоставить слово Прокопию Батуевичу, я хотел бы предоставить слово проектору по научно-исследовательской работе, доктору исторических наук, профессору, человеку, который долго знаком, хорошо знаком с Прокопием Батуевичем, Домагоевой Виктории Владимировне. Добрый день, уважаемый Прокопий Батуевич, добрый день, уважаемые студенты Восточного института. Я думаю, что здесь еще не только у нас студенты Восточного института, я думаю, что все заинтересованные наукой, не только археологией, а вообще как заниматься наукой, да, сегодня пришли и послушайте действительно уникального человека и будете иметь возможность задать ему вопросы, как вообще, может быть, становятся археологами, как вообще приходят в науку и как это связать себя на всю жизнь с наукой. Как это сегодня? Это сегодня уже, как говорится, модно или уже не модно, и насколько это интересно жить вкупе с наукой, творить, совершать какие-то открытия, но и в то же время жить, творить и двигаться вперед. Насколько это на сегодняшний день актуально, модно, выгодно и в том числе эффективно. Да, действительно, Владимир Александрович сказал, что сегодня у нас в стране, вы видите, да, внимание и интерес к научным исследованиям, он, ну, как бы сказать, значит, является актуальным как никогда. Сегодня этому способствуют все силы в стране, в том числе и власти, в том числе и наш учредитель Министерства образования и науки. В этом заинтересован регион, в этом заинтересованы вузы, в этом заинтересованы научные учреждения. Сегодня созданы для этого и создаются многие условия. Сегодня приветствуются различные молодежные формальные и неформальные объединения.
Сегодня очень приветствуются молодежные лаборатории. Сегодня очень актуально заниматься разными областями науки. А археология — это как раз, вот, наверное, одна из тех научных областей, научных направлений, которые в нашем регионе имеют очень глубокие корни. Ведь наш регион не случайно славится, практически, можно сказать, представлен всеми археологическими памятниками, которые в истории вообще существовали, в истории человечества, начиная с палеолита, фактически все периоды, этапы человеческого общества, становления этого общества, они, конечно же, у нас здесь представлены. И Прокопий Батюрович — это действительно уникальнейший человек, открывший в свое время Ельмовую пать, эту знаменитую фигуру, которую сегодня вы, наверное, увидите, да? И я думаю, что это общение вам поможет понять, как нужно сегодня выстраивать свою жизнь. То есть это ведь не только интерес к тому, значит, как заработать, и к тому, как, значит, что поесть и получить еще какие-то удовольствия. Заниматься наукой — это действительно очень увлекательно, это очень интересно. И заниматься наукой не поздно никогда. Можно заниматься ею и со школьной скамьи, со студенческой скамьи. Можно прийти в науку и в том числе и получив высшее образование. Поэтому у нас есть все возможности, мы работаем очень тесно в интеграции с академическими учреждениями. Вы знаете, очень большой опыт, кстати говоря, у нашего университета участия в академических экспедициях нашего Института монголоведения, буддологии и тибетологии СОРАН. Студенты Восточного института и студенты исторического факультета участвуют в экспедициях, в том числе в очень интересных экспедициях и по республике, и вне республики, в том числе и за рубежом. Кстати говоря, студенты исторического факультета и в археологических изысканиях в Монголии. Вот пришел вместе с Прокопием Батюровичем молодой сотрудник Института монголоведения, буддологии, тибетологии Ярослав Дикий. Это наш выпускник тоже Бурятского государственного университета, защитивший кандидатскую диссертацию, сегодня работающий в академическом учреждении. Поэтому, ребята, я думаю, что эта лекция должна быть для вас действительно, встреча должна быть очень полезной. Вы действительно встречаетесь с очень интересным человеком. Прокопий Батюрович мой преподаватель. В середине 80-х годов я имела такое счастье слушать его лекции, участвовать под его руководством сама в археологической экспедиции. И тогда вот мы, студенты, первокурсники, впервые в Джилинском районе, в селе Нижний Бургултай, раскапывали могильник, по-моему, раннемонгольского периода. И я очень благодарна в свое время за встречу с такими увлеченными людьми: Сергей Владимирович Данилов, Прокопий Батюрович Коновалов. Вообще замечательная плеяда наших археологов, которая сделала действительно для археологической, для исторической науки Бурятии очень многое. Поэтому я вас долго задерживать не буду, а хочу предоставить слово, наверное, Прокопию Батюровичу. Всем нам удачи, ребята. Не просто учимся, не просто, значит, получаем профессиональные компетенции, а еще и занимаемся наукой. Надо определяться обязательно со своими предпочтениями. Кто, где, чем, куда. И сейчас, можно сказать, значит, перед вами стоит большой выбор. Наука — это есть не то, что, как бы сказать, не оно. Даже если вы не станете в будущем академиками, там, профессорами, докторами, это все равно поможет вам более глубже познать свои профессиональные компетенции. Спасибо. Здравствуйте.
молодое поколение. Ну вот я оказался здесь у вас, на этой трибуне, по приглашению моих старых друзей, учеников, поскольку я когда-то работал на университете по совместительству. Поэтому вот спасибо за то, что вспоминают здесь выпускники того времени, когда я работал, выпускники, работающие у вас здесь и в других местах, вспоминают, и вот даже вот пригласили для того, чтобы, вероятно, о цели очень хорошо рассказала Виктория Владимировна, с какой целью, так сказать, организовали встречу со мной. Ну, по этому случаю я должен, может быть, там в объявлении написано археология, там, Бурятии. Ну, не совсем, не археология Бурятии, это вот разговор повести об развитии, о возобновлении, о развитии, дальнейшем развитии археологической науки в Бурятии. А для этого из молодежи надо черпать силы, приучать, вовлекать, вот, тянуть за собой. Вот. Ну вот, для этих целей, возможно, мне стоит чуть-чуть о себе рассказать, познакомить. А как же я, и не только я, потом мои со мной работавшие помладшие археологи, вот, Бурятского научного центра, вот, пришли в науку. Ну и вот, в частности, я, поскольку я здесь стою, значит, я уроженец из Западной Бурятии, как говорят, Иркутской области, иркутских бурят, как говорится, уроженец села Волоса. Это совсем недалеко от Усть-Ордынска, центр округа когда-то был. Я оттуда, Ихирит-Балагатский район. Ну а если точнее уж прямо, у нас говорят, молодежь, вы тоже должны знать, из чего буряты, из каких племен основных слагаются буряты. Я Ихирит Балагатский, но не Ихирит, не Балагат, а цигайнутский племя, из цигайнутов родом, по племенному происхождению. И вот Усть-Ордынскую школу заканчивал, и в то время я столкнулся, в то время, когда в старших классах, 8, 9, 10 класс Усть-Ордынской школы, в то время активно начала работать Ангарская археологическая экспедиция Хладникова, Братская геологическая экспедиция Иркутского геологического института. Вот в русле, в течение этих экспедиций вот мое поколение студентов, пришедших на первый курс Иркутского университета, попали вот в это течение. И в течение, значит, со второго по 5 курс Иркутского университета группа ребят, там 3-4 человека, пристрастились к археологии и работали в летних полевых работах в экспедиции. Причем, как я сказал, Ангарская экспедиция Хладникова не в этой экспедиции, а тогда начал, как раз в те годы, Михаил Михайлович Герасимов, антрополог, археолог, наверное, уже слышали, знаете, он начал раскопки Бальтинской палеолитической стоянки. Вот 4
года мы, студенты, работали летом, ну, проводили на раскопках Михаила Михайловича Герасимова на Мальтинской палеолитической стоянке. Это известная классика палеолитической науки нашей страны. Мальта, Бурятия. Вот. После окончания университета, значит, я был направлен в Бурятию по направлению. Ну, стало быть, к концу университета, значит, я там кураканская, по кураканам дипломную работу написал, кураканской культуре и так далее. Вот. И получил урок полевой археологии экспедиции Герасимова. И, значит, вот, университет по договоренности с институтом БКИ тогда, Бурятский комплексный институт сибирского отделения, образовался недавно, в 1958 году. В 1958, а я закончил в 1959. И вот как раз все это совпало. И вот меня из университета направили сюда. И поступил в БКИ, отдел истории, которым руководил в то время Павел Товинович Хаптаев, известный бурятский историк. Вот в этом единственный молодой пришел и археологией начал заниматься археологией. Значит, там, полевые разведки по Бурятии. Впервые по Бурятии пришел, попал впервые в Бурятию, ознакомился со страной, с природой и начал свои, так сказать, полевые, свои разведочные работы по Бурятии. Вот с этого начиналось. И с этого начиналась археология в штате академического института, Бурятский комплексный научный институте, как бы сказать, штатная археология началась. Сразу же после меня, буквально на следующий год, я в археологии туда, в этот институт, приглашена была Хамзина Евгения Алексеевна. Она выпускница Ленинградского университета археологии, археолог, тут получила подготовку. Но она до этого работала в музее. В течение десятков лет в Бурятии в музее работала. В экспедициях Окладникова она работала. Ну а теперь ее туда в БКИ, значит, пригласили, она поступила. Таким образом, два человека мы тогда начали, значит, так сказать, начали вот эту вот ячейку специалистов, археологов Бурятского научного центра. Ну и постепенно, значит, туда к нам мы привлекли. И вот как себе, как раз вот многих путь обычный, очень распространен, но не всегда, но распространенный путь, именно археологическая археология. В археологию приходит молодежь очень часто со школы, старшеклассники. Вот способны уже физически работать, там уже крепкие. После 8-го, 9-го, тем более 8-9-классники, хорошая рабочая сила на полевых работах, с удовольствием они. Вот с этого обычно, в археологии туда очень часто это обычный путь археолога со старшеклассников. Ну а еще более, конечно, еще больше это вот студенческие годы, прямо с первого курса, там, где есть в университете, там в ВУЗе специалисты, археологи, работающие, ведущие полевые работы, обязательно оттуда студенты туда втягиваются, привлекаются. Вот таким образом. Значит, следующий там Данилов Сергей Владимирович, выпускник
педагогического института, вот раньше это был, да, еще до Данилова. И третий специалист к нам вот эту пришла из Московского государственного университета, выпускница МГУ, выпускница археологической кафедры МГУ Ивашина Лариса Гавриловна. Я точно не скажу, каким образом она, куда, в Бурятию, аж москвичка, не москвичка, а там из центральной России девушка пришла, поступила к нам, приехала в Бурятию и начала у нас работать в составе, вот нашу группу археологическую, вот это. Вот. После этого, значит, старшеклассник Данилов, значит, 9-й классник, он там, в 10 классе, после 10-го надо поступать, там уже не до работы с археологами. Вот. А потом, позже, гораздо позже, через Дашивалов Борис Женеваевич тоже после 8 класса, 9-классник, он работал у нас на раскопках с нами, на раскопках вот, кургана Вильму Уходи. Вот таким образом вот приходит путь в археологию, путь в науку, и дальше идет все. Вот таким образом, вот я пустите меня это самое. Первый. Да. Ну вот так работает, эта группа разрасталась постепенно. Значит, потом сначала группа маленькая, потом сектор. БКНИ превратилась в БИОМ, Институт общественных наук, а потом уже современный институт, который называется монголоведение, буддология, тибетология. Вот этапы развития академического института в БНЦ. И вот это случается так, что Сергей Владимирович Данилов и Владимир Женеваевич преждевременно ушли из жизни. И вот думаю, что такое, что происходит. 55 лет археологического направления в Бурятском научном центре в 2015 году. В 2015 году. Вот. Археология в Бурятии 55 лет. Ну, тогда, после того, как воспитанные, значит, специалисты стали уходить, что такое, еще, значит, такое сделать, обозреть пройденный путь. Вот самое начало, 62-й год, на стоянке Мухина. Пока я, Мухина, не антическая стоянка, 62-й год Мухина, это недалеко за аэропортом, стоянка Мухина, разведка Баджидея. Вот такие ребята, тоже школьные, старшеклассники со мной работают. Вот так идет. Вот Байкал. 63-й год на Байкале, когда уровень Байкала поднялся в те годы. Побережье надо исследовать. И тогда целый год плотно на Байкале, по побережью Байкала работали. Вот. Тут уже студенты есть. Вот.
Байкальская, вот, в районе Котакели. Вот. И вот Евгения Алексеевна Хан, старший по возрасту, вот, она занималась, ее тема средневековые памятники в Аргузинской долине. В Аргузинской долине вот она работает отдельные кадры показывает. Вот, читается нет кадра. Вот. Это уже Ильмовый пакета под Кяхтой, ближе к Кяхте, знаменитый Кунский некрополь, Суджинский, там, или Ильмовый пакет. Вот начинаем вести раскопки на этом некрополе, Кунском некрополе. Вот уже вскрывают верхние части могил и так далее. И здесь тоже опять тут школьники среди нас, есть и студенты, уже и Данилов здесь. Ошибаются, этих кадров еще нет. И вот там были родовые, а здесь взялись за царский, так называемый царский курган, или княжеский курган, большой. Ну, вскрыли верхнюю часть, и такая конструкция обнаружена. Квадратная основная ограда и такой конусообразный вход в ромус, который отсюда идет вглубь. И идем дальше вглубь этого кургана вкладывается. Идем. Вот перегородки. Огромный котлован, примерно 18 на 20 метров, вот такая яма, идущая двух ступеньками. Идем вниз. И внутри этой ямы вот такая перегородки. Одна продольная на всю длину и 4 поперечные перегородки. Они каменные плиты так сложены, они не закреплены. Просто по мере засыпания грунтом могилы выкладывали эти плитами вот так, и сразу грунтом. И вот такие непрочные перегородки. Для раскопок было очень опасно, естественно. И один раз неосторожно, сильно глубоко углубились, и боковая эта перегородка обрушилась, и оказались по пояс, ну, обошлось камнем, не задели там. И вот при очищении в результате того, что вот сама ступенчатый спуск, вот образец, так сказать. Я вот образец это показать, как характер работы. Академик Окладников, вот, на раскоп, вот, в Ильмовый парк приезжают посмотреть. 5 лет вот этот курган царский. 5 сезонов. Вот, приезжали смотреть. Вот это Окладников. Ну, а здесь в лаборатории мы там свои вещи рассматривали, там Окладников, вот это Окладников. Вот это Ивашина. Это Клавдия Васильевна, она у нас лаборантка, очень долго, много всегда с нами. Ну, после этого еще вот в Печурском районе Кирицуры покопали, Кирицуры. Вот. А это уже Хибалина, это подлопатки деревня, разные древности, средневековые в основном. А Кирицура это бронзовый век. Вот Данилов Сергей Владимирович, выпускник пединститута, вот самый первый из учеников, пришедших к нам. Вот он уже с военными познакомился, с воинской частью в Джиде, уже на их вездеходе даже совершал свои разведывательные поездки. Так, вот это уже средневековое, на
Нарсатуйское средневековое монгольского времени, время монгольской империи здание Нарсатуй, в Шелестском районе. Нарсатуй, знаете деревню. Ну, это коллектив, значит, вот это здесь коллектив, да, образовался отдел истории и культуры Центральной Азии. Сначала археология работала в отделе истории просто, потом в отделе этнографии и истории. И в результате преобразования отдел истории культуры Центральной Азии. В то время руководил Чилик Доржиев, Шарабадевич Доржиев, а это Тарас Максимович наш этнолог Тарас Максимович, отдел этнографии заведовал. Значит, вот в их отделе, собственно, археологи составляли группу, сектор, ну, со своей спецификой работы. Вот. Ну и вот здесь, а вот Дашевалов, более поздний воспитанник. Значит, и Голубова Людмила Валентиновна, тоже школьницы, пришедшие на раскопки и ставшие тоже Иркутский университет закончил. Дашевалов Иркутский университет закончил. Все, то есть закончивший Иркутский университет, так сказать, с такой гордостью, что ли, говорят, Иркутская школа. Ну, действительно, Иркутская школа, она так себя называет, до сих пор функционирует. Это археология там поставлена со времен Петри, со времен основания Иркутского университета в 1918 году профессор Петри тогда работал, и он основал школу, значит, археологии и этнологии. Петербургский профессор, пришедший в Иркутск работать, основал вот это направление археология и этнология. И вот воспитанники этой школы, Окладников, Герасимов, Дебец, знаю, известные фамилии, да? Ну, а следующее поколение, значит, да, получается, после этого, получается, как раз были наши выпускники моего времени. Вернее, даже вместе со мной выпустившийся Герман Иванович Медведев, фамилия, вот он студенчество уже известный, он много лет закончил Иркутский университет, остался там, все, и он там это развил, эту школу, Иркутскую школу археологии и этнологии он оставил, поднял, возобновил на высоту поднял. С ним известный, значит, палеолитовед Аксенов Михаил Петрович, покойный, к сожалению, тоже ныне. Владимир Вячеславович Свинин, Устердинец, мой земляк, вместе учились, вместе поступили в университет, работали, закончили вместе. И вот на полевых экспедициях во время учебы Дашевалова в университете все 5 лет, значит, на полевых работах, организуемых университетскими археологами иркутскими. Вот там он получил подготовку у Боярина Ивановича. И вот оттуда пришли потом Кашак, Василий Иванович, так? Вот. Вот таким образом. И, да, теперь, значит, да, ну все, теперь, значит, вот у нас долго
вопрос возникал в организации университета у нас в Бурятии, что пединститут превратился в университет. Но это дело все время застряло. Что-то был тормоз какой-то. Так, резко не хотели меняться, что ли. Значит, и пока вот это шло, давно поднятый вопрос, университет надо. Тем временем другие силы, значит, Новосибирский филиал Новосибирского университета в Бурятии. Новосибирский университет, конечно, рад свой филиал распространить. Они, пожалуйста, и там, благодаря тому, что там работал Гунга Витяевич Дондаров, физик, доктор физико-математических наук, он в Новосибирске вырос для доктора, физик-математик. Потом Дондарова, известного. Вот он, благодаря его, видать, усилий, филиал Бурятии, филиал Новосибирского университета. И в нем, значит, гуманитарный факультет это сформировали, и геологический факультет, геологический, физический. Значит, в гуманитарном факультете сразу туда, когда вот это началась эта работа. Сначала Абаев Николай Вячеславович, потом Ян Бутов Леонид Дракович. Они потянули меня, давай пойдем. И вот эти три гуманитарники пришли и начали работать. Абаев как-то быстро почему-то с энтузиазмом взялся, что-то такое было, потом он оттуда отошел, и здесь в университете, не на Восточном, а на историческом. Но Ян Бутов, и мы, раз взялись, остались там, и там, значит, гуманитарный факультет. Да. Какие кафедры? Образовали кафедру языков Центральной Азии Валентин Иванович Рассадин. Замечательный специалист в голове, очень широкого круга. Как раз он тоже из Биона, естественно, его, но историческую кафедру какую? Начали называть кафедры истории, этнографии, истории, археологии, этнографии. Вот. А потом кафедра языков Восточной, Дальнего Востока, это имел в виду Японии, Кореи. Вот, собственно говоря, сначала кафедра филологии Центральной Азии, кафедра истории, археологии, этнологии, вот они работали. А чуть позже оформилась кафедра языков филологии стран Дальнего Востока. Японоведение, корееведение. Вот таким образом. И вот там-то как раз мы, филиал НГУ, обычный гуманитарный факультет, но работу, обучение, программы, учебный план, работали там языки, восточные языки, по всем специальностям. Количество языков составляло почти половину всего количества часов обучения. То есть упор на языки. И вот так работали. Да? Ну и остальное, например, кафедра истории, где, значит, языки монгольский, китайский, потом японский был, тибетский даже немножко. То есть языки Центральной Азии, все. А исторические дисциплины, преподавание, курс исторических дисциплин ограничили стран Востока. Стран Востока. Это, Индию захватывали
Иран, Индию и остальное Китай, Япония, Корея и так далее. Вот, центральные. То есть исторические дисциплины вот восточные. Вот так была поставлена эта работа. И в течение, ну что, вот эта кафедра, да, в 2005 году, это филиал НГУ недолго проработал, все-таки 92-95 год, 3 года проработала это филиал НГУ. Здесь новый ректор Степан Владимирович вошел туда и устроил, что Бурятский университет давай организуем. Министер в Москве, он получил все это. Ну, а автоматически, значит, вновь образовавшийся Бурятский государственный университет в 1995 году, у вас же ведется, да, отчет Бурятского государственного университета. Ну и Новосибирский филиал, он был, вошел в Бурятский университет в виде Восточного факультета. Вот под таким хорошим названием Восточный факультет работал, ну вот, 12, почти 13 лет. Значит, дело в том, что Восточный факультет назывался, но он работал не по стандарту восточных факультетов Москвы, Ленинграда. Там определенный стандарт есть. И в течение работы, функционирования вот нашего Восточного факультета всегда были, вы же как-то не по Восточному факультету, не по стандарту работаете. В конце концов, это мнение, значит, это восторжествовало. Ну, надо, если вы хотите, а Восточный факультет так много по многим университетам, Восточный факультет, показавший свою работу МГУ, ЛГУ, там еще немногих там показал это по определенному, работает по-другому. Поэтому, значит, мы не по стандарту успели, тем не менее, вот это по этим кафедрам подготовить знающих, выпустить студентов, специалистов, самое главное, с достаточным знанием этих восточных языков. Ну, а что касается исторических дисциплин, вот мы успели за эти годы, за 12-13 лет, ввести археологию по всем с полевой практикой, в программе, чтобы работать. Часы были отведены, оплата, все. То есть, вот на этом факультете преподавала этнографию Басаева Клара Даржиевна, замечательный специалист этнограф наш бурятский. Вот она этнографию читала. Ну, а там уже от этнографии, там, этнография, археология вместе, в конце концов, такое общее направление наших выпускников исторической кафедры, вот кафедры, сформировалось так, что археология, история, этнология, этнография, это все вместе. Но этнография это часть этнологии, этнология более шире. Наука о народах, об их пути историческом, о формировании, об их истоках. А этнография это наука просто описание современных существующих этносов, описание быта и прочее. Да? Поэтому этнография как это часть этнологии. И вот за период работы вот этого факультета были выпущены определенное количество выпускников, которые работают сейчас в университете, в нашем научном центре и кое-где еще в других. Вот так
здесь я хотел бы сказать, что еще. Олег Иванович, в результате рано ушедший, совершенно неожиданно ушедший, талантливый, сказал себя, активный, способный, талантливый человек, успел написать за короткую жизнь хорошие труды. Вот. Сергей Владимирович Данилов, значит, тоже преждевременно ушел из жизни. Он, так как первый, один из самых ранних учеников, значит, пришедших ко мне, значит, сначала мы на раскопках погребений идет тематика, короче, умская тематика, история и культура ума. Распределились Сергею, договорились, давай-ка, Сергей, ты поселением ума, вообще поселенческим комплексом кочевников занимайся, направлением своим. Поселение, синтез кочевых культур. Вот он на Джиде Умскую крепость начал копать, кое-что там сделал, еще продолжать надо, эту крепость еще копать надо. Потом он перешел к поселениям и монгольского времени, монголов, монгольские города Сергея Владимировича. То есть Сергей Владимирович окончательно оформился в докторскую уже диссертацию, он оформил как кочевые города, города кочевников Центральной Азии. Начиная от хунов, там, тюркское время, монгольское время. Он специалист Сергей Владимирович. А Владимир Иванович, это как он был медиевистом, основные труды. Он сказал много по средневековой археологии, средневековой истории уже сказал. Он мог бы еще очень многое сказать. Теперь надо вернуться, надо все-таки, поскольку наука палеолит, то неолит, сверху вниз спустимся. По неолиту Ивашина Лариса Гавриловна, выпускница МГУ, она могла бы еще работать, но пенсионный возраст подошел, она уже на пенсию вышла, могла бы еще дальше работать. Вот по неолиту нашего региона Забайкалья она прекрасную монографию выпустила и сделала хорошую, единственную монографию, остальные статьи. Вот. Дальше спустимся в палеолитическая археология. Вот здесь у Львова Людмила Валентиновна и Ташак Василий Иванович, выпускники Иркутского университета, как раз по палеолиту здесь работали. Тоже сделали хорошие работы, монографические труды выпустили и разобрались в характер палеолитических культур нашего региона. Вот. Все, дальше что? Вот все эпохи. Да, и особо я хотел бы. Бронзовый век, да? После неолита бронзовый век, потом уже хунское время, средневековье. Бронзовый век очень важный период вообще в истории Центральной Азии, и не только, вообще эпоха бронзы в истории – это важнейший, очень интересный период, когда люди переходят к освоению металла, а это значит резкий скачок возможности развития культуры. Бронзовый век. Вот в эту тему включился
работая в ВНЦ же, у нас же там Александр Демдопович Церектар, прекрасный, он закончил Томский государственный университет, старейшая, сильная школа, Пулевская школа Томск, старейшая университетская школа в Сибири. Вот он Томский университет закончил, пришел к нам работать, работал сначала в Бионе, с нами, значит, вот. Но потом, у него семейные, там, другие обстоятельства. Значит, он в Кяхте, он уроженец Южной Бурятии, Кяхте, там поработал бронзовым веком. А это что значит? Знаменитые культуры плиточных могил, историки уже первый путь прослушавшие знают, и культуры кириксуров. Вот эти две культурные массивы с востока Центральной Азии. Восток Центральной Азии занимает культура ареал плиточных могил, а западный ареал Центральной Азии оттуда идет культура курганов кириксур. И вот эти две культурные эти самые пласты в Центральной Монголии, большой части Центральной, там следующее, это эти самые, последний там, они скрестились древние культуры, великие древние культуры ранних кочевников Центральной Азии. Основа, начало кочевой культуры Центральной Азии. Вот это чертеж, выполненный Александром Антоновичем Церектаровым в его монографии «Культура плиточных могил». Вот с востока, это территории Монголии, государственные территории, а так все эти вот обозначения должны так распространяться подальше. Ну, а поскольку государственные границы Монголии, юг Бурятии, вот с востока культура плиточных могил вот такая штриховка, а культура курганов и миксуров такая, с запада идет. Вот на такой территории скрещивание этих культур, и вот эта картина скрещивания культур, они видны, когда вы будете в поле смотреть кириксуры и плиточные мотивы, вы видите, накладываются друг на друга. Вот это великий этот самый момент кочевой культуры кочевников Центральной Азии, бронзовый век. Вот эти массивы культур, основавшие, это с восточной культуры плиточных мотивов все-таки признают большинство, что это предки монголоязычных этносов. А оттуда курганов кириксуров вопрос подвергается дискуссии, что ираноязычных этносов, да, индоиранцы якобы. А это все-таки как протомонгольская культура. И вот многовековое наложение друг на друга, многовековая картина сосуществования. Об этом, мы тоже, копавшие тоже и кириксуры, и плиточные, это все поняли. Но Церектаров, вот ваш университет, профессор, специально занимающийся, до сих пор занимается этой проблемой, он в подробностях разрабатывает вот эту историю взаимодействия, что к чему привело. Вот Александр Антонович начинал тоже в ВНЦ, а потом он превратился в университетского чисто на историческом факультете. Вот. Да, тоже заключение. Цель, то, что вы пригласили
вот все эти вопросы. То есть археология нынче, она была нынче, чем дальше общество развивается, тем больше значения приобретает археология, тем больше спроса общему на археологические знания. Потому что по закону диалектики, чем выше развивается, дальше развивается социокультура общества, тем больше спросу у этого общества на прошлое, на историю. Археология этому отвечает. Поэтому археологии не надо. У нас перерыв получился таким образом, да? После того, как Восточный факультет превратился в Восточный институт, не Восточный, а регионоведение начало. Археологии уже там в программе нету часов, тем более практики нету. Ну, исторически хотят существовать хорошо. Надо назревать, значит, как-то, значит, это, вот из вашей среды повлечь за собой вот таким путем, как вот, знаете, вы видели в картинках, как приходили на молодежь и общались с археологами. Но для этого надо как наладить, да, чтобы археологию у вас читали, часы, часы по программе нету, институт регионоведения там, прочее. Ну, ладно, как бы эти трудности как-то преодолевать надо. Надо преодолевать, и надо, пусть и не прослушавший курс археологии, но на полевые работы надо к части пока, тем более ближе к выпуску 3-4 курсы. На этих курсах надо, значит, сначала познать, столкнуться с полевой археологией и проверить себя. Тебе нравится тебе эта полевая археология, трудная полевая работа археолога? Не понравилось, значит, ты к выпуску ничего, пойдешь там. А есть люди, которые ухватились, где-то могут понравилась эта полевая работа, физическая работа, интерес, раскапывание, вторжение в древнюю культуру. То есть в археологии остаются вообще немногие. Какие люди? А вот те, которые испытали себя, проверившие в полевой работе, особенности полевых работ, трудности полевых, решений, вот, жара и холод, морозы и прочее, прочее. Если еще молодой человек переносит и интерес пересиливает, могут оставаться археологи. И вот из оставшихся в институте в ВНЦ, вот как раз тоже Ташак, это Иркутский университет, где наш выпускник Лбова, значит, тоже Иркутского университета, но начинала она тоже ученицей Ташак работает у нас, палеолитом занимается, он способен еще и на другие, там его интересуют другие, кроме палеолита, начинает шире интересоваться. Затем вот, Манзатов Маир Ларитуевич. Вот он один из ранних поступивших к нам. Вот.
Цибенов, Мазепа Ксонович, история Баргутов, история не Баргутов, а Дауров, это тоже монголоязычный. Значит, выговорился. Вот Манзатов и Цибенов, они скоро доктора. Значит, там еще другие, но другие. Просто не археологии, не этнологии, не истории есть. Остальные вот выпускники наши с языком китайским, японским, философским. Вот, собственно, я задача, смысл моей встречи с вами видел в том, чтобы рассказать этот путь, как это можно, и призвать, значит, археологию надо развивать, надо новые молодые кадры. И вот археология еще, наконец, связана. Наша Бурятия – это часть, северная периферийная часть всей Монголии, на которой вот такие культуры и много других. Самое, видите, охватывает наш юг нашего юга. То есть прекрасные памятники, и хунные, и царские, и хунские. Хунский, Забайкальский центр, Забайкальский очаг хунской культуры – это вообще-то не периферия, а это центр империи. Центр Хунской империи Яхангая, и там ряд центров, там Майнула, там, и тут же рядом с Майнулом, близко 100 с лишним километров, наши царские курганы именно упадили. Это, то есть я к тому говорю, что наши памятники, если их специально так раскапывают, оставляя что-то во время раскопок, одновременно реконструируя прекрасные такие туристического плана объекты дают наши памятники. Значит, археология, только археология может сделать вот из этих памятников при старании, и иметь денежки, средства, копать так, чтобы одновременно музеифицировать. Когда копался этот курган, тогда было довольно много шума, было. И во время раскопок, 5 лет копалось, и в эти же годы разрабатывался проект Министерства культуры реконструкции вот этого кургана, как говорили, еписы, пирамида, опрокинутая вверх дном. Вот такой проект сделан, и где-то в архивах Министерства культуры этот проект есть. Там возникал вопрос, то ли на месте музеифицировать, то ли перенести в этнографический музей. Ну, это дело связано, деньги, средства, все, ничего там не осталось в архивах. Так вот, при современности время идет, значит, археологию надо развивать, и археология только может сделать многое, вот, в смысле вот, туристических объектов.
памяти могут быть такие грани. В мирном пути есть еще такие царские грани. Вот его можно продолжать и во время, значит, это еще предпринять какую-то модификацию. Вот, собственно, это я хотел донести и рассказать. Был рад видеть, знакомиться с теми, кто уже давно там работали. Вот. Все, спасибо. Благодарим за очень интересную лекцию, доклад Петра Батеновича. И можно на правах такого неофициального ведущего один вопрос задать. Вот здесь у нас очень много студентов совершенно разных направлений. Есть историки, востоковеды, есть историки, которые классические, отечественную историю изучающие, есть филологи, есть специалисты в области туризма, будущие специалисты. И, конечно, вы правильно сказали, далеко не все из них уйдут вот именно в сферу археологии, это очень такая особая сфера, да, требующая определенных качеств. Вот вопрос, вот какие все-таки качества необходимы в первую очередь человеку, который все-таки захочет заняться археологией? Серьезно, профессионально, да, уйти в эту вот сферу. Мне кажется, я уже сказал, уметь выносить полевые условия жизни при жаре, при холоде, все это. А некоторые нет, это трудно. Специально не стану всю жизнь заниматься. Ну, а другие что? И, ну, интерес это само собой. Возникли у человека, молодого человека интерес, зацепил его вот эта деревенность, да, интерес. Ну и художнические навыки. Любовь рисовать, чертить. Потом, значит, рисовать, чертить. Собственно, что еще? Вот основное все. Остальное, значит, это ну, физические качества, физические данные. Вот так, собственно говоря. Что еще интересует, пожалуйста? Вопросы, да? Кто уже решил, что все, он меняет все свои жизненные стратегии и решил, что он будет археологом? Ну, по крайней мере, какие мысли в голове возникли? У меня есть вопрос. А как стать волонтером и куда нужно обращаться? Как стать волонтером и куда нужно обращаться? Волонтером для экспедиции, да? Да. Если возникает желание в непрерывном деятельном времени, в МНЦ археологом, Лаборатория археологии. Милости просим. Люди всегда. в конце концов, вот это археологическое наше сначала живопись, сейчас превратилось в лабораторию антропологии и этнологии. Три дисциплины археологии, антропология, палеоантропология, по раскопочным, по костным материалам, значит, расовые признаки и этнологии. Вот это сплав этих дисциплин вот превратилось это не так давно, в конечном счете, вот такая лаборатория, она состоялась в конечном счете оформилась благодаря под руководством Крадина Николая Николаевича, сейчас он уже академик, он до этого вот
приглашение Бориса Ивановича Базарова, директора нашего института. Базаров и крайне давно в контакте, крайне работает в Дальневосточном филиале, в Дальневосточном центре, возглавляет вот этот институт, теперь уже академик. Вот благодаря его авторитету и академика нашего Базарова вот эта лаборатория состоялась официально. И лаборатория такого профиля, его надо наполнять кадрами. Да, да. Ну, короче, к археологам туда, к лету, значит, если думаете, а что, чем я буду заниматься в каникулы, пожалуйста. Конец мая, после экзамена. Ждем. Ну да, то есть вот если отвечать на этот вопрос, это контакт института монголоидной физиологии, но плюс у нас есть селекционная практика у историков первого курса, селекционная летняя. Я думаю, тоже от волонтеров они точно не откажутся, потому что любая раскопка археологическая, это в том числе значимость рабочих рук. Потому что чем больше, тем лучше в этом смысле. Да. Мало никогда не бывает. Я, может, добавлю, скажу, что, наверное, для археолога, помимо прочих качеств, очень важно, наверное, терпение, потому что так получается, что вы можете проработать очень долго, и результат не сразу придет. Да? То есть можно копать годами, и искомый результат вот он будет долго недостижим. Да, значит, что вы сразу новое гунское городище, да, откроете, новый Мумбать. Да. Ну и еще терпение в чем? В силу климатических условий у нас здесь, в Бурятии, в Монголии, в Забайкале, период активной работы он очень краткий. То есть тогда, когда природа просто, погода позволяет работать, копать. Потому что большая часть это работа больше такого кабинетного типа, то есть, когда вы работаете с тем, что нашли, то есть обрабатываете, теоретически осмысливаете, ну и научные какие-то работы на этом основе. Да. То есть это терпение, да? Это, наверное, терпение везде в большом труде необходимо. Что есть? Вопросы какие-то? Всегда, я думаю, у кого-то есть вопросы, которые пока, может быть, не сформулированы, да, и вы в себе их держите. Поэтому обращайтесь, всегда дадим контакты, всегда, может быть, сами чем-то сможем поможем. Восточный институт, в частности, кафедра истории и регионоведения стран Азии. Обращайтесь на исторический факультет, где также археологическое направление активно работает. Ну и, конечно, институт монголоведения, будологии и тибетологии. Здесь сайты, контакты. Поэтому надеюсь, что это